Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И как всегда, у нас одни прилетают, других лечим, третьих стерилизуем. Теперь у нас беда с якутской Дашкой. Спасали ее давно. Она выжила после пожара у одной семьи в Якутске. Семью тогда кто-то приютил. А вот Дашка оставалась на цепи возле пепелища. Я тогда думала, что вот-вот заберут, найдут и ей местечко. Передавала ей мешок корма. Но, увы, корм украли, а Дашку не забрали. Друзья, у нас прилетели несколько самолетов, несколько спасенышей, но о прилетевших собачулях расскажу в следующем ролике через пару дней. А пока хочу рассказать о доброй, терпеливой, покладистой собачуле Дашке. Ей срочно требуется лечение, и откладывать дальше нельзя. Ты хорошая девочка, девочка голодная, сена в конуре нет. Даша, ушками так и трясешь. Ушками так и трясет. Пришлось тогда ее забирать мне. Вскоре обнаружилось, что у нее проблемы с ушами. Долго обследовали, долго лечили, помогало, но временно. А через 2-3 месяца снова и опять начиналось сначала. Видимо, не по тем врачам ходили. И, видимо, нужна ей была теплая индивидуальная передержка, хотя бы на 3 месяца на время лечения. Не было у меня таких условий. И теперь совсем плохо. Приехали в клинику с ней. Давай, выходи. Давай, все, пошли, пойдем. Ой, какая ладненькая, ой, какая хорошка моя. Так, давайте сюда. Пошли, малыш, мы записаны с тобой. Пошли. А вот здесь ветеринарный центр. Ну ты моя девочка, пойдем. Давай. Иди сюда, иди ко мне сюда. Давай. Ты еще не знаешь, конечно. Не знаешь. Пойдем. Да давай, не бойся. Я сама боюсь этих зверей. Молодец, хорошая девочка. Самая красивая девочка. Теперь посмотреть. Тихо, подожди. Молодец. У нее прободение барабанной перепонки. Что у У нее? нее прободение барабанной перепонки. А что такое прободение? Дырка в ухе. У нее не наружный, у нее средний отит уже гнойный. Средний отит гнойный. Вот у нас наружный слуховой проход, вот здесь вот она. Барабанная перепонка. Она там с дыркой. У нее уже вот здесь в среднем. А что это означает теперь у нас? Что у нас дальше светит КТ головы, идет эскопия, вымывать это все из среднего уха. У нее это все прогнило и ушло туда дальше. И уже есть угроза внутреннего отита, менингита, энцефалита. У нее не только наружный отит сейчас, у нее уже средний отит идет. Ой. У нее лимфоузлы увеличены очень сильно подчелюстные, то есть у нее процесс куда более глубокий. Вовремя надо было. Ой. А второе ухо? Сейчас будем. А теперь Сейчас, идем. Давайте мы с вами махнемся. Вы вот сюда поближе, да. а я туда к ним. Вот так. Ой. Иди сюда. Вот так вот, Да что не такое бойся. лечили. Не бойся. Отит гнойный – это вообще одна из самых поганых вещей. Потому бойся, что не бойся. он может прогнивать куда Тихо, дальше тихо, и глубже. Тихо, мой тихо. золотой, моя умница. Все, молодец. Так, это мы сейчас на цитологию, а потом посев возьмем. Молодец. Это цитология даже. Да. Ну, цитологию я-то сейчас сама гляну, а посев через 2 недели будет. Ой. Подожди, так, тихо, все. Малыш, надо Ой, глянуть. ой, Надо ой. глянуть, моя Иди. рыбочка. Наоборот, вот сюда давай. Вот тут. Тихо. Тихо. Заноску. Вот так. Малыш. Молодец. Всё. И вторая. Тихо. Да я понимаю, что ты на выход, моя рыба. Все. Сейчас Моя пойдем рыба. гулять. Тихо. Терпит ведь все, малышенька, терпит. Моя. Все. А это посев, да? Это посев. А посев через 2 недели? Он будет готов через 2 недели. Я терапию дам сразу, рекомендации все сразу напишу. Назначу антибиотик выбора, который будет первый у нее. Потому что отит уже средний. Посев придет. А сколько всего бывает отитов? Поверхностный? Носозион, наружный, средний и внутренний. У нас 3 уха. 3 уха. Все У нее второй этап, Да. второй путь.
Если там внутренний, я не могу сказать, потому что я могу зайти вот только до этой части. Но я вижу, что вот здесь дырка. Мозговые оболочки от менингита и энцефалита можно погибнуть. Посев нам сейчас покажет через 2 недели, какой антибиотик четко будет помогать. На время его готовности я назначу пробно, то есть, чтобы ей полегче стало. Если я угадала, мы не меняем терапию. Если угадала, мы меняем терапию. Чем обрабатывать уши, я тоже сразу напишу. Антибиотик внутрь напишу. Преднизолон она тоже будет пить. Очень сильно стянул с ушей, очень сильно воспаление идет, чтобы у нее оно расходилось и вам было легче оттуда вытаскивать. В течение 2 недель, пока будет готовиться посев, мы с вами встретимся через 2 недели по готовности посева. За это время нужно будет сделать КТ головы и видеотоскопию. КТ головы показывает, насколько глубокий процесс. Только ли среднее ухо, внутреннее еще ухо или уже менингит, энцефалит. Видеотоскопия – это гибкий шланг, который заходит в ухо и вымывает все из среднего уха. Под наркозом? Конечно, седация. То есть это же все под седацией проходит. И КТ под седацией, и видеотоскопия под седацией. Можно пытаться лечить наружное ухо и на фоне, ну то есть и без вот этого всего, но барабанная перепонка, она затянется, как и любая рана. То есть она затягивается, но если там внутри этого среднего уха остается этот гноюшник, а наружными обработками мы можем вымыть только наружный слуховой проход. Вот здесь останется все остальное, через какое-то время оно рванет и пошло дальше опять заново. В среднем это 2-3 месяца занимает. То есть оно опять расплавляется и опять поехало. Так, 2-3 месяца. Поэтому срок лечения гнойных отитов у нас в зависимости от посева, кто там из представителей пришел, то есть мы срок лечения даем. Плюс ко всему он зависит от того, была ли видеотоскопия у пациента, то есть ИКТ, либо мы очень долго, там 3-4 месяца сидим на лечении. А если мы сделаем КТ? В среднем 4-6 недель. Чем, неустойчивый представитель. А чем нам КТ ускорит? Просто будет понимание картины? Насколько глубокий процесс, да. Прогноз дальнейшего лечения, то есть срок лечения, то есть срок длительности. Какие антибиотики мы используем, тоже от КТ зависит, потому что через мозговые оболочки не все антибиотики проходят, это определенные, которые через гематоэнцефалический барьер проходят. То есть. И смотрим, нет ли опухолей уже, каких-то абсцессов более глубоких, то есть в более глубоких структурах. Потому что если она 2 года с ужасными ушами, одному богу известно, сколько она с гнойным отитом. Все ли это время она с гнойным отитом, или последние полгода, последний месяц. То есть, ну, так. Удивительно, что она на антибиотике еще ототоксичность не заработала, потому что в антибиотике содержится местный гидродекаин для обезболивания, то есть там противогрибковая, противовоспалительная антибиотик, и там еще как обезболка лидокаин идет местный. Он очень часто, если есть прободение барабанной перепонки, попадает в среднее ухо, ототоксичность вызывает, они заворачивают голову, у них асимметрия морды, как признаки инсульта. Очень удивительно, что у нее нету. Но вы месяц назад его закончили. То есть антибиотик не надо было? В ее случае нет. Ни в коем случае. Потому что если бы ее замкнуло, мы бы уже ее не разомкнули. У нее асимметрия морды, заворот башки был бы, то есть и манежное движение неврологии. Есть некоторые препараты, которые нельзя в среднее ухо при пропадении барабанной перепонки. К антибиотик к ним относятся, его нельзя. Обалдеть. Очень повезло, что, ну, дай бог, чтобы вот тогда, его месяц назад, я надеюсь, что не было барабанной перепонки, что у нее токсического эффекта не будет. У нее вот сейчас вот как-то ухудшилось состояние. А я вижу, она чуть-чуть так это подклонивает. Да. А вы нам поможете хотя бы обработать-то? Вот обработать я обработаю, сейчас покажу, как чего. Одной рукой чешет, а другой, да. Видите, как. А другой мы туда. Прям на палец намотанной салфеткой выгребаем все, что там в слуховом проходе. Что-то она дает. Почему-то. Потому что я чешу ее одновременно. Вдвоем получается. Один держит, второй. Ой, кошмар. Такая грязная. Вы представляете, что там внутри? Да. Да. Ох, интересно, как там стало. Да как, никак. Оно красное, воспалено. Да, малыш. Подожди. Я знаю, ей будет лучше с каждым днем. Потом. Ну, конечно. Но не сразу, но постепенно ей будет легче. Вот оно хлюпает, чавкает, все, что там внутри находится. То есть вот оно. А наружное вот эти
Наружу это со временем. Ну ведь будет это же ходить. все равно, вот, да, вот, не лучше это все равно чище-то становится, но Оно будет постепенно отходить. Вы за раз никогда чисто не сделаете. Оно постепенно будет все меньше и меньше, меньше и меньше выделений. Вам просто убирать основную массу сейчас. До ушей. Саму обработку она нормально терпит. Она боится, что их трогают. Все, Зайка, я тебе помочь хочу. Ну, хороший. Давай мы с тобой договоримся. Я тебе хочу помочь. Тихо. Ухо приподняли, на себя кверху сделали. Внутрь туда залили. Тихо. Я знаю, я знаю. И пошли шмякать. Да вот оно упало туда вниз. Друзья, надеюсь, это видео будет всем полезным увидеть и услышать мнение специалиста. Отит уха может привести к гибели собаки. Будьте благоразумны с лечением отита. И выбирать надо правильных докторов, которым не безразлична судьба собаки. Преднизолоном будем открывать отек. Он как хлюпкает. А когда массируете, то туда немножко хотя бы опускается. Да, но вниз туда уходит. То есть вот у нее слуховой проход, я по нему и иду. Под нижнюю челюсть. Что-то обиделась. Да, давай. Ну давай, стряхни. Вот, Ой-ой-ой. ну вот теперь вот оно все. Раз. Ого. Вот она снимает, да? Я знаю. И точно так же вот на палец намотали. И пошли оттуда доставать. Ой, как хлюпкает. Хлюп-хлюп. Даже кровушка, наверное, есть. Абсцессы, конечно, они же скрываются, когда мы все их промываем. Вот это. Кровь будет, да, не пугайтесь. Это 2 или 3 раза в день? 2 раза в день. Утро, вечер. Гнойный отит среднего уха, бактериальный отит, биопленка, дырка в барабанной перепонке. В общем, плохо. Теперь все анализы необходимо срочно сдать. Кровь, цитология, бак-посев, кардиолог, КТ с возможным промыванием гноя, который ушел глубоко в среднее ухо. И все это под наркозом. А пока срочное и строгое лечение без промедления. Друзья, очень нужна ваша помощь. Предстоит серьезное лечение, и без КТ не обойтись, и это стоит денег, как и все лечение на 2-3 месяца. Если не лечить, то менингит, энцефалит и смерть. Собака с замечательным характером, беспроблемная в плане характера и поведения, спокойная, любит людей, тишину и уединение. Помогите, пожалуйста, ее спасти. Нам очень нужна ваша помощь.